Так, слово для выступления предоставляется. Вы хотите задать вопрос? Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Кыргызской Республики Сапьяновой Маргарите Насаркановне. Прошу вас пройти к трибуне. Представлено Конституционному суду. Я, наверное, самые основные моменты, обозначу, да? Только по сути. Хорошо. Хорошо. А здесь по запросу судьи хотели бы отметить, что согласно статье 958 Гражданского кодекса Кыргызской Республики страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, когда умышленные действия были совершены в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, а также случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица. Законом и договором могут быть предусмотрены любые случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя или выгодоприобретателя. Согласно пункта 7 части 1 статьи 26 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, которая утратила в настоящее время силу, производство по делу подлежит прекращению в отношении умершего к моменту осуществления уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или расследования дела в отношении других лиц. Данное основание не относится к реабилитирующим основаниям. И такая же норма сейчас предусмотрена действующим Уголовно-процессуальным кодексом, пункт 7, часть 1 статьи 27. Таким образом, вышеуказанной нормой УПК нормой права предусмотрена альтернатива прекращению дела. Это продолжение расследования уголовного дела для реабилитации умершего. Запрос же также не содержит сведения о возражении правопреемников умершего подозреваемого о прекращении производства по делу. В данном случае прекращение уголовного дела в связи со смертью подозреваемого лица, подлежащего к уголовному преследованию, предусмотрено уголовным процессуальным законодательством Кыргызской Республики. При этом законодательством также предусмотрена альтернатива прекращению дела для реабилитации умершего, что дает возможность правопреемникам реабилитировать в правах умершего. В случае же смерти подозреваемого, обвиняемого нет необходимости в дальнейшем судопроизводстве, так как одним из принципов уголовного правосудия является в том числе неотвратимость уголовной ответственности, которая невозможно применить при смерти. В связи с чем Верховный суд абзац 2 части 1 статьи 9 закона Кыргызской Республики об обязательном государственном страховании жизни, здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы и приравненных к ним лиц, считает не противоречащим статье 57 Конституции Кыргызской Республики. В части ходатайства Алмазбека Алмазбекова, который оспаривает часть 2 статьи 268 административно-процессуального кодекса, считаем, что вот здесь сократить, что согласно части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. В соответствии с пунктом 6 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах судебное решение подлежит пересмотру, если какое-либо новое или вновь обнаруженное обстоятельство неоспоримо доказывает наличие судебной ошибки. Поэтому государство обязано признавать, соблюдать и защищать конституционное право на судебную защиту, создавая эффективные правовые механизмы устранения любых нарушений, в том числе допущенных его органами, должностными лицами при осуществлении уголовного судопроизводства.
И пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия процесса – это часть судопроизводства, объединяющая определенный круг процессуальных действий, направленных на достижение самостоятельной окончательной цели. И при этом новые обстоятельства и вновь открывшиеся обстоятельства как основание для пересмотра судебных решений должны иметь строго очерченные границы, не содержать абстрактных определений, иначе это будет противоречить правовой стабильности и определенности судебных актов и приведет к нарушениям принципов правового государства. Следует отметить, что законодатель установил исчерпывающие, предельно определенные измеримые критерии таких обстоятельств, которые соотносятся с принципами справедливого судебного разбирательства, правовой определенности, стабильности прав. И на основании вышеизложенного Верховный суд, часть 2 статьи 268 АПК, считает не противоречащим нормам Конституции. И в части ходатайства Плохотина по обращению о проверке конституционности пункта 2 части 2 статьи 373 Гражданско-процессуального кодекса хотела бы отметить, что здесь вступивший в законную силу акт следователя, прокурора о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, являющегося основанием для пересмотра судебного акта в соответствии с оспариваемой нормой ГПК, без вступившего в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, указанных в статье, как бы фактически признают вину за указанным лицом и налагают определенные ограничения в правах. Однако, согласно статье 57 Конституции Кыргызской Республики, каждый считается невиновным в совершении преступления или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Нарушение этого принципа является основанием для возмещения материального ущерба, морального вреда в судебном порядке. Также в силу статьи 94 Конституции правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом, в связи с чем для установления вины лиц, указанных в оспариваемой статье, необходим вступивший в законную силу обвинительный приговор суда. На практике же существуют такие обстоятельства, как прекращение уголовного дела в связи с течением срока привлечения к уголовной ответственности, по которой обвиняемый просит прекратить в связи с течением указанного срока и не возражает по прекращению дела по указанному основанию. Учитывая статью 57 нормы Конституции, Верховный суд усматривает некоторые определенные противоречия в данном пункте статьи 373 ГПК. У вас все, да?